Я обращаюсь к вам как к педагогам молодым. Это очень важно. Я рада приветствовать всех, кто принимал участие в различных мероприятиях в рамках проекта «Поддержка молодых педагогов Республики Коми». Очень рада видеть знакомые лица. Очень рада приветствовать тех, кто сегодня включается в наш республиканский проект. Но сегодня вы принимаете участие во всероссийской акции «Поделись своим знанием». Это акция, которая направлена на формирование очень важных компетенций для молодого поколения. Участниками данной всероссийской акции являются молодые люди от 14 до 35 лет. Что важно для нас? Для нас важно не обращать внимания на возраст. Даже если вам больше, вы душой 20-летние наши молодые красивые женщины. Что важно для нас? Все субъекты Российской Федерации, а их у нас 85, подключились к данной акции. Вы только представьте, более 1 миллиона площадок по всей России создано. Для чего? Для того, чтобы провести уникальные просветительские лекции, которые погружают в современную актуальную тематику для наших молодых коллег. Что же интересно для нас? В нашей республике 41 площадка. Наш институт сформировал площадки для родителей и для молодых педагогов. Мы стартовали уже 2 сентября. И рада приветствовать тех, кто был с нами. Как раз 3 сентября мы работали вместе над личным брендом педагога. А сегодня у нас есть 2 уникальных спикера. Мы сегодня осознали, что действительно мы работаем все вместе над формированием очень важных, актуальных компетенций для педагогов, которые важны для нас с точки зрения именно нашей активности, нашей мотивации и нашей готовности работать, существовать в УК-мире. В мире, который быстро меняется. А значит, нам нужны другие навыки. И вот сегодня об этих навыках будет говорить Коршунова Евгения Александровна. Евгения Александровна, вы с нами. Здравствуйте, Евгения Александровна. Да, вот сейчас я вас приветствую. Евгения Александровна. Добрый день. У нас очень большая аудитория. Вот мы сейчас вам продемонстрируем. Вас приветствует Республика Коми. Евгения Александровна, дипломированный брейн-тренер. Тренер по развитию памяти и внимания, наставник по повышению личной эффективности и концентрации внимания. И когда мы общались, Евгения Александровна, она сказала: да, я работаю с мозгом, и это очень важно. Зачастую мы не обращаем внимания на те возможности, на тот потенциал, который у нас есть. Это так, Евгения Александровна? Да, на самом деле это так. И поговорим об этом сегодня более подробно. Потому что мозг – это наш центр управления, от него зависит все, от него зависит то, как человек живет, то, как он взаимодействует с миром, то, как он работает, каких вершин он достигает и что он передает дальше в этот мир. Евгения Александровна, мы будем говорить о вершинах, мы будем говорить об эффективности нашей работы, понимая, что действительно мы сегодня включаемся в очень интересный проект вместе с вами. Мы делимся знанием о том, как надо управлять своим сознанием, чтобы быть успешными и чтобы нас принимали именно как активных, ярких педагогов и родителей, и наши дети. Ну что, тогда мы начинаем. Я передаю вам слово. Благодарю за представление. И сразу перейдем к презентации. Сегодня у нас с вами будет очень интересная тема. Это методы повышения концентрации внимания. Не буду долго останавливаться на этом слайде, меня уже представили, я рада с вами познакомиться. И мы сразу перейдем к той части моего выступления, которое я люблю больше всего. Это упражнения, которые позволяют нам активизировать мозг, позволяют включить в работу сразу оба полушария головного мозга и настроить синхронизацию между ними. Сегодня будет немного теории, и в основном я практик. И поэтому я предлагаю нам с вами вместе сегодня проделать
те упражнения, которые позволяют управлять своей концентрацией, которые позволяют ее улучшать, развивать. И концентрация внимания настолько важна, от нее зависит все. Об этом чуть дальше. И давайте сейчас сразу перейдем к практике и начнем уже нашу нейробику, упражнения, которые активизируют работу мозга, которые синхронизируют работу полушарий, как я уже сказала, которые развивают концентрацию внимания, улучшают координацию движений. Помимо этого, эти упражнения очень хорошо бодрят, дают позитивное настроение и улучшают переключаемость внимания. Давайте разомнем сначала с вами руки, разогреем их. Повторяйте, не сидите, включайтесь. Это лучшее, что может быть, не прослушать теорию и потом даже не вспомнить, о чем была речь, а именно включиться сразу в процесс и получить уже сегодня для себя пользу сразу же. Итак, первое упражнение, которое мы с вами сделаем, называется «Привет, пока». Мы с вами только познакомились и начнем именно с него. Вытяните руку вперед, и задача будет, я покажу чуть меньше, не буду вытягивать. Если впереди кто-то сидит и вы утыкаетесь в его спину, то можно сократить, да, это расстояние. Наша задача будет этой рукой делать движения вертикальные, четко вверх и вниз. Второй рукой мы будем в это же время как будто бы прощаться. Горизонтально, да, то есть вторая рука ходит четко по горизонтали, первая по вертикали. И это должно происходить абсолютно одновременно и синхронно. Следите за тем, чтобы руки не переходили в диагональ, вот в такую, да, то есть чтобы движения были четкие. Сейчас у нас работает и правое, и левое полушарие, и каждая из них выполняет свою задачу. Как вы видите, то бывают, да, такие смещения. И теперь мы меняем руки. Теперь этой рукой мы делаем «привет», а второй рукой машем «пока». Отлавливайте, на какую сторону вам было проще и какие движения вызывают, возможно, затруднения. Иногда нейробика не получается с первого раза, но это не страшно. Главное не бросать мотивацию и попробовать еще раз. И теперь мы с вами поменяем еще раз и сделаем несколько циклов таких упражнений. И при смене наша задача сохранить эту четкость движений. Очень важно подходить к этому процессу с улыбкой и с позитивным настроением. Кстати, как молодые педагоги, вы можете применять эти упражнения в начале своих уроков, и польза будет не только для вас, но и для ваших воспитанников и учеников. Отлично, здорово получилось. Сделаем еще одно упражнение, которое вам наверняка уж точно должно понравиться. На одной руке мы показываем класс. И на другой руке мы показываем вот этот элемент. Называется он фига, простите. И теперь, чтобы вот это не приходило в нашу жизнь, нам надо очень быстро это поменять. У меня немножко запаздывает видео с вами, но я вижу, что вы делаете. Включайтесь. И сейчас это упражнение кажется таким простым, веселым и смешным, но оно имеет колоссальную пользу для нашего мозга. Итак, мы это делаем, и теперь мы добавляем при смене хлопок. Сегодня у нас методы развития концентрации, внимания. Так вот, хлопок – это провокационный фактор. Это то, что в жизни мешает нам быть концентрированными. Это какие-то звуки извне. Да, вы продолжайте, я буду попутно рассказывать.
Это то, что заходит в голову, когда не нужно. Какие-то посторонние мысли, которые часто бывают, крутятся, мешают нам думать погруженно в делах, мешают нам сосредоточиться. Это все факторы, которые влияют на уровень нашей концентрации внимания. Но есть хороший момент. Концентрация тренируется, и вот это один из методов тренировки именно концентрации внимания. В этот момент, то есть когда мы делаем хлопок, наша задача запомнить, на какой руке и что было. Да? Плюс смена элемента. Так, отлично. С этим мы справились. Мне хочется, чтобы сегодня вы вышли с таким инструментарием и могли делать упражнения самостоятельно, да, чтобы у вас был некий багаж, который поможет вам при ежедневном использовании этих упражнений достаточно быстро активизировать и улучшить свою концентрацию. Давайте сделаем третье упражнение, и называется оно вилка-розетка. 2 средних пальца, 2 крайних, и это будет чуточку посложнее, но я вас верю. И теперь нам нужно это поменять. И таким образом должно получаться вот так. Если у вас вдруг совсем не получается поменять пальцы так, как нужно, давайте сделаем это упражнение сначала симметрично. 2 крайних пальца, 2 средних на обеих руках, 2 крайних, 2 средних. Здесь мы подключаем еще двигательную память. Наши руки запоминают это движение для того, чтобы оно не было для мозга таким страшным страхом, для того, чтобы двигательно руки могли воспроизводить уже этот элемент, да, достаточно просто. И чувствуете, как после нескольких раз гораздо легче сделать это движение. Теперь мы делаем так, как надо. 2 средних и 2 крайних. И меняем. Отлично. Я вижу улыбки. Это самое замечательное, что может быть в обучении. Когда мы получаем новую информацию с позитивным настроем, то те нейронные связи, которые строятся в этот момент, они фиксируют, что обучение приносит радость, приносит удовольствие человеку, и сам процесс обучения становится не таким неприятным, не таким нудным, да, и человеку хочется продолжать. Итак, это мы с вами поделали, и теперь вы знаете уже, что когда у вас станет получаться легко это упражнение, вы потренируетесь немножко, достаточно 5-10 минут, но ежедневно, как почистить зубы с утра, выполнять эти упражнения. Вы сможете добавить хлопок. Давайте попробуем вместе с хлопком. При смене мне хочется, чтобы вы сегодня вышли заряженными, бодрыми, активными и с классной концентрацией внимания. Отлично. Нейробика – это один из потрясающих методов, элементов, да, вообще развития мозга. И в своих программах я включаю эти упражнения всегда, везде и в самом начале, потому что после 5 или 10 минут упражнений нейробики человек становится более активным, он включается в процесс обучения, в процесс познания новой информации, он включается в работу гораздо лучше и активнее. Так, но это только капля в море. Что еще мы с вами можем сделать сегодня для того, чтобы концентрация стала лучше? Сейчас мы проделаем один маленький эксперимент. И я сделаю вот так. А ваша задача, я надеюсь, вам будет хорошо видно эту свечу.
Так, всем видно свечу? Махните, если ее видно. Отлично. И задача сейчас будет смотреть на эту свечу и ни о чем, кроме этой свечи, не думать. Не отвлекаться на соседа и не отвлекать соседа, самое главное. Да, не дергайте его, не спрашивайте, когда это уже закончится и скоро ли мы пойдем выпить чашечку кофе. Мы смотрим на свечу, думаем только о ней. Если вдруг у вас прилетают сторонние мысли, загибайте тихонечко пальчики, хорошо? Когда время выйдет, я вам скажу, не беспокойтесь об этом. Сидеть и смотреть на свечу мы будем недолго. Итак, если вы готовы, то мы начинаем. Итак, минутка прошла, и этого будет достаточно для того, чтобы определить, сколько раз кто отвлекался. Я не знаю, услышу я или нет звук из зала, но можете показать пальцами, можете сказать словами. Да, вижу 4, вижу 3. Так, давайте тогда сделаем так. Кто не отвлекся ни разу? Поднимите руку. Рук нет. Кто отвлекся 1-2 раза? Отлично, вы молодцы, я могу поздравить, у вас достаточно хорошая концентрация. Если вы действительно не думали ни о чем, кроме свеча, за эту минуту, то это достаточно неплохой показатель в наше время. Кто отвлекся от 3 до 5 раз? Угу. Так, тоже достаточно много рук. Здесь уже стоит задуматься о том, что концентрацию нужно тренировать. И поднимите руки, кто отвлекся более 5 раз. Нету, да? Или я не увидела. Вы молодцы, но концентрация – это такое дело, от которого зависит все остальное. Очень часто бывает момент, что люди думают о том, что у них плохая память, да, и жалуются на плохую память, на забывчивость, но при диагностике, при выяснении обстоятельств оказывается, что память на самом деле у человека хорошая, просто он не умеет ей грамотно пользоваться, а на самом деле уровень концентрации внимания достаточно низкий, поэтому человек не может запомнить. Просто он в моменте запоминания, да, работы с информацией, он не сконцентрирован. Соответственно, эта информация проходит мимо него. Итак, упражнение со свечой, которое я вам только что продемонстрировала, достаточно хорошо развивает концентрацию внимания. И использовать это упражнение можно и нужно, ну, если не ежедневно, то достаточно регулярно. Вы можете записать его себе также в копилочку и выполнять. Дома есть свечи у всех наверняка, и это очень хороший метод тренировки концентрации внимания. Не избегайте его, а берите себе на вооружение. То есть мы можем тренировать также и нейробикой, также и выполняя упражнения свеча. Следующий метод тренировки концентрации внимания – это точка. С точкой или это может быть любая точка. Видите, это может быть точка, нарисованная на листе бумаги.
Это может быть какой-то объект, выбранный, да, напротив вас, в том месте, где вы находитесь. И если со свечой, конечно, придется подстраиваться под обстоятельства и зажигать ее там, где это удобно и комфортно, и у вас будет время на это, то с точкой возможно взаимодействие в любом месте, как вы понимаете. У меня многие клиенты тренируют в общественном транспорте, пока едут на работу, в метро, да, выбирают какую-то точку в стене напротив и тренируют именно сосредоточение на этом объекте, да, стараясь не отвлекаться на то, что происходит вовне, стараясь не допускать сторонних мыслей. И таким образом ежедневно человек может себя тренировать. Вообще я за то, чтобы внедрять любые упражнения и тренировки в ритм жизни, потому что мы все очень загружены, мы все очень перегружены, и вот это обстоятельства, да, обстоятельства нашего темпа жизни очень часто не дает, не позволяет каким-то действительно нужным вещам заходить в нашу жизнь. Потому что на это просто элементарно нет времени, нет сил, и уже, конечно, под вечер нет мотивации еще себя чем-то загружать. Поэтому какие-то упражнения, которые я рекомендую, их можно выполнять везде. Нейробику можно делать по пути из одной комнаты в другую, также в транспорте, или когда вы идете по улице, или когда вы просматриваете какое-то видео, или когда вы прослушиваете что-то, в любом месте. Есть нюансы, которые говорят о том, что результат при ежедневных тренировках достигается очень и очень быстро. Поверьте, на своей практике я сталкивалась с результатами в 2 недели, и при восстановлении постковидного синдрома, которым переболели в нашей стране достаточно много людей, и почувствовали изменение и ухудшение концентрации внимания на себе, они стали хуже сосредоточиваться, они стали хуже что-то запоминать, они стали очень много нюансов упускать из вида. И при таких показаниях, то есть выстраивая определенную программу с упражнениями, которые в том числе я вам сегодня и показываю, это восстановление происходило достаточно быстро. Поэтому берите себе на вооружение и делайте. Главное делать. Так, еще один метод тренировки концентрации – это упражнения, которые позволяют также удерживать внимание при переключении. Это очень хорошо тренирует концентрацию, при этом здесь уже форма тренировки более игровая, более интересная и не статичная, что многие не любят статику, тогда для вас этот вариант подойдет наибольшим образом. Что мы можем делать? Это может быть совмещение алфавита и счета, например. Например, А1, Б2, В3, Г4 и так далее. Я не буду проговаривать алфавит полностью, но вы поняли суть, да, что когда мы переключаемся на другую линию, то есть в данном случае их 2, алфавит и прямой счет. Когда мы переключаем свое внимание с одной линии на другую, наша задача удержать концентрацию на том, где мы остановились в предыдущей линии. Вот это взаимодействие, да, оно позволяет концентрацию растягивать, усиливать. Но здесь также можно применить и вариативность. Просто считать и проговаривать алфавит в правильном порядке. Но можно также сделать и алфавит в прямом порядке, а счет в обратном, да, то есть А33, Б32. В этом случае вы усложняете себе задачу, и этот процесс становится более таким
интенсивным для мозга. То есть здесь включается большее сосредоточение. Для преподавателей или для тех, кто изучает иностранные языки, или для преподавателей иностранных языков, что можно применить здесь? Вы можете взять алфавит русский и алфавит иностранного языка, да, другого языка. Вы можете взять иностранный счет, вы можете взять русский алфавит и иностранный счет. То есть комбинаций на самом деле множество. Да, и можно взять одно упражнение, один метод, но варьировать его каждый раз по-разному, привнося для себя и какой-то интерес у детей, у подростков очень часто я вижу именно спортивный такой интерес, когда им даешь новое задание, когда им даешь новый вид этого задания, они сразу включаются по-другому. То есть это работает очень классно. И вот этот азарт, а смогу ли я совместить вот эти два параметра в разных вариациях, да, он все время подстегивает и дает тоже хорошую мотивацию для тренировки. Поэтому берите на вооружение, это тоже очень классный метод развития концентрации. Что еще? По концентрации, я думаю, что вот эти упражнения нейробики, да, мы подытожим маленько, промежуточный такой-то. Упражнения нейробики, у нас их сегодня было 3. Привет, пока, фига и класс и вилка-розетка. Дальше. Упражнение со свечой. Это второй метод. Упражнение с точкой или с предметом, с каким-то, на котором вы можете сосредоточиться. Это третий метод тренировки концентрации. И четвертый – это варианты с алфавитом и со счетом. Да? То есть здесь мы себе берем очень большую вариативность и сможем достаточно долго этим методом пользоваться, каждый раз беря новый вид. Итак, об этом мы поговорили. И сейчас мы перейдем к следующему разделу. Это аудиальная память. Почему для нашей встречи я выбрала аудиальную память? Потому что огромнейший поток информации проходит именно через аудиальный канал восприятия, через наши уши. То, что мы слышим, то, что мы должны воспринимать на слух, это огромный объем цифр, это огромный объем информации текстовой, это огромный объем информации иностранной, потому что сейчас в нашем языке используется просто колоссальное количество терминологии, заимствованной в других языках, подчас непонятной и плохо, как говорилось, да, плохо усвояемой, плохо запоминающейся информации. Аудиальный канал очень важен, и зачастую воспринимать на слух информацию гораздо сложнее, чем увидеть ее зрительно. Почему так происходит? Потому что мозг воспринимает информацию образно. Поэтому, когда мы видим картинки, воспринять их нам гораздо проще, потому что уже есть готовые образы, которые нам представляются перед нашими глазами. В этом плане информация на слух ложится хуже, если у человека не очень развито образное мышление и образное представление, да, того, что он слышит. Мы сейчас с вами сделаем небольшой тест на аудиальную память. И ваша задача будет прослушать ряд слов. Начнем мы, конечно, с самого простого. И можно взять любую тему для освещения, и тему цифр, и тему текстов, и как работать с ними, и как их запоминать. Но я люблю двигаться постепенно для того, чтобы была некая база, на которую дальше уже можно собирать любую информацию, и она будет ложиться достаточно легко и очень быстро давать результат. Ваша задача сейчас будет прослушать слова, которые я зачитаю, и
Так, давайте сделаем, наверное... Так, мы сейчас сделаем вот таким образом, чтобы я вас видела лучше. И если вы готовы, то ваша задача сейчас просто внимательно слушать эти слова и постараться их запомнить. Поехали. Ручка, ракета, костер, котелок, каша, болото, клюква, глаз, кролик, шуба, дырка, бублик, руль, трактор, бабушка, трость, лестница, гармошка, батарея, компот. Перечислите, пожалуйста, загибая пальцы, про себя те слова, которые вы запомнили. Скажите, пожалуйста, а можно не по порядку или по порядку обязательно? Можно не по порядку, это тест. Ну, я думаю, уже вспомнили, кто сколько, у кого сколько получилось. И хотелось бы узнать эту цифру. Давайте так, у кого меньше 5? Поднимите руки. Таких нет. Это очень радует, это замечательно. У кого от 5 до 10 слов? 6, 7, 8, 9. Угу, тоже нет. Отлично. От 10 до 15. Угу. Замечательно. И от 15 до 20. Так, остальная половина. Хорошо. Есть те, кто запомнили все 20 слов. Отлично. У нас есть герой. Это радует. На самом деле, этим тестом мы проверили еще и объем памяти, и научно доказано, что человек воспринимает 7 единиц информации всего, плюс-минус 2, это из 10, да, единиц. В данное время, в наше время, сейчас, к сожалению, эта цифра опускается до значения 5, плюс-минус 2 единицы информации. И представьте, насколько это мало, да, если из 10
слов, из 10 единиц человек запоминает 5, ну и это считается нормой, то есть это половина, всего лишь половина, и даже если мы убираем там еще 2 единицы, это всего 3 единицы, это 30%. Это ничтожно мало, и, к сожалению, сейчас мы живем в тот век, когда это стало практически нормой. И при этом никакие диагнозы не ставятся, да, и это считается нормой. Но сколько же при этом информации человек упускает и пропускает мимо себя. Вообще, те техники, с которыми мы работаем по развитию памяти, они все основаны, как я уже говорила, на образном восприятии и на ассоциативном восприятии. Сейчас мы с вами проделаем одно упражнение с этими же словами и наглядно посмотрим, как работает восприятие, когда мы привязываем к информации ассоциации. Что мы можем сделать? Мы можем эти же слова объединить, да, и тогда у нас уже получится не 20 единиц, как было, 20 слов, а одна. То есть мы можем объединить всю эту информацию в цепочку слов, которая сразу же представит собой уже совершенно иной вид. Как вообще можно объединять информацию? Информацию можно объединять через образы. Это составление историй, да, чтобы мы завязали все эти разные слова в какую-то одну интересную, сказочную и даже такую фантастическую историю. Чем непонятнее, так скажем, чем неправдоподобнее будет эта история, тем проще ее запомнить. И второй момент, на котором мы остановимся чуточку подробнее, это цепочка ассоциаций. То есть вот у нас была ручка. Как мы можем соединить ручку, да, ручку и ракету? В данном случае мы можем представить, что наша ручка, вот у меня уже полетела, видите, уже полетела как ракета в космос. Вот эта ручка, и тут же мы ее представляем, да, себе как ракета. Представили. Вот она ракета, полетела, и у ракеты что вырывается? Огонь, да? Огонь вырывается, огонь – это костер. Представляем себе сразу костер в лесу, красивый, большой, яркий, и над ним висит котелок. Представили, котелок у нас был. В котелке варится что? Каша. Все вспомнили юность и походы в лес с гитарой, с палаткой. И каша, которая варится, бурлит. Она бурлит, и получается у нее такие кружочки, как на болоте. Увидим здесь с вами болото и представим себе это болото. На болоте растет клюква. Кто хоть раз видел, как растет клюква? Вот. Представьте себе эту клюкву, расскажите соседу, который не видел, как растет клюква, и представим теперь эти красненькие маленькие ягодки. Пусть они будут у нас похожи на глаз, который у белого кролика. Да, и яркий этот образ себе представляем. Дальше у нас была шуба. И здесь мы бы ассоциативно могли связать кролика и шубу через его шерсть, да, кроличья шуба, например. Дальше была дырка, и можем представить себе на шубе дырку, да, или в кармане дырку, или прямо на шубе дырку. Представляем ее. Дальше дырка такая же, как у бублика. Да, представили все бублик, баранку, бублик. И сам бублик похож на руль. Дальше мы видим руль у трактора. Поскольку следующее слово у нас было трактор, мы представляем вот этот большой, тонкий руль у трактора. В тракторе едет бабушка.
Хоть раз кто-нибудь видел водителя трактора бабушку? Представили себе бабушку, и дальше представляем себе, как эта бабушка идет уже с тросточкой. Уже она без трактора, она уже с тросточкой. Дальше у нас идет лестница. И вот здесь несколько вариантов ассоциаций. Да? Каждый раз у каждого человека будут свои ассоциации. Что можно представить? Ассоциация противоположная, например, была бы, что трость или палочка, она прямая, а лестница у нас идет, да, кривая. Дальше. Лестница похожа на гармошку. Да, если ее вот так собрать, то это будет похоже на гармошку. Гармошка, в свою очередь, напоминает батарею. Представляем себе батарею, и если открыть кран, то из нее побежит компот. Да, не вода, а компот. Итак, мы связали все эти слова в очень странную, да, в очень странную ассоциативную цепочку. Но сейчас я вам прочитаю эти же слова еще раз, и отследите, насколько по-другому мозг воспринимает уже эти слова вот в такой связке. Будут ли приходить у вас ассоциации, которые мы с вами сейчас прорисовали, или нет? Да, сделаем такой еще микротест. Итак, ручка, ракета, костер, котелок, каша, болото, клюква, глаз, кролик, шуба, дырка, бублик, руль, трактор, бабушка, трость, лестница, гармошка, батарея, компот. Перечислите, пожалуйста, эти слова еще раз про себя. Буквально полминутки даю, потому что мы уже делали это задание. Сейчас оно должно получиться, по идее, гораздо лучше. Сейчас ассоциации должны помогать. Представляете эти образы, которые мы прорисовывали, когда завязывали их в цепочку? Кто вспомнил 20 слов? Вот видите, насколько стало больше, да, поднятых рук. Это действительно работает, если не получилось прям сразу 20, да, но стало больше, и вы прочувствовали разницу в двух этих подходах, то учитывайте, что с помощью ассоциаций и образов можно запоминать и работать с различной информацией. С такой информацией, когда мы взаимодействуем с цифрами. Цифры вообще отдельный мир, потому что у них нет образов, как правило. И почему цифры и цифровую информацию воспринимать человеку гораздо сложнее, потому что она не имеет образов. Переводя эту информацию на понятную, доступную и образную, да, мы имеем возможность работать с этой информацией быстрее, легче и гораздо быстрее запоминать ее и уже оперировать с
совершенно с иными объемами такой информации. Также и иностранные языки, иностранные слова, терминология, если профессионально, да, тоже заимствованная часто из других языков, то здесь такой же принцип. Благодаря образному восприятию мы работаем с непонятной информацией, которая становится легкой и доступной. И, пожалуй, напоследок, так скажем, на прощание сегодняшней встречи мне хочется поделиться с вами еще одним очень коротким, но быстрым и эффективным упражнением для снятия напряжения и стресса. Это очень важно. Почему? Потому что когда человек находится в напряжении, когда он устал, когда он злится, когда он тревожится, когда он задолбался, простите, да, за такое слово, когда он уже не может себя чувствовать расслабленно и комфортно, в этот момент мозг работает хуже. Это физиологический процесс, когда мы зажимаемся, когда мы стрессуем, когда мы в напряжении, зажимается все, зажимается наше тело, зажимаются наши сосуды, и мозг недополучает того питания, которое ему необходимо для хорошей активной работы. И в этот момент что важно сделать? Важно расслабиться в прямом смысле, да, и расслабить тело. Тогда кровоток к голове, к мозгу увеличивается, и мозг снова работает достаточно активно и эффективно. Сейчас я предложу вам прикрыть глаза, но можете не закрывать, так будет просто лучше, да, для прочувствования себя и своего тела. И вслед за моим голосом мы будем напрягать наше тело еще больше. Напрягите ваши ступни, напрягите ваши голени, колени, бедра, ягодицы. Напрягите и держите. Вас должно вытолкнуть как бы немного. Напрягите живот, напрягите спину, грудь, лопатки, плечи. Шею и голову мы оставляем свободными. Напрягите руки, кисти рук, можете сжать кулаки. Напрягите локти. Полностью напрягите свое тело максимально сильно. И удерживайте это напряжение. Должна появиться уже такая дрожь, но мы держим, вы молодцы. Напрягите еще чуть-чуть. Напрягите максимально сильно, как только можете. Удерживайте это напряжение. А теперь расслабьтесь. Ощутите состояние, которое сейчас происходит с вами. Почувствуйте его. Должно пойти тепло по телу. Возможно, у вас появилась легкость. Если вам хочется зевнуть, вдохнуть глубоко, зевните, вдохните. Это говорит о том, что вы хорошо потрудились, ваше тело хорошо поработало. И, видите, я даже тоже хочется зевнуть, потому что делаю это упражнение вместе с вами. Это скорая помощь, которая всегда в любом месте. Ну, кулаки можете не сжимать, если вы в общественном месте находитесь и вокруг вас люди, да. Напрягите все остальное, да, кулаки не трогайте. И уже будет польза от этого упражнения. Как видите, оно очень быстрое, но оно действительно эффективное. Если зажим у вас максимальный или там перенапряжение очень сильно, проделайте просто этот комплекс вот несколько раз, 2-3 раза подряд. И вы почувствуете легкость в голове, вы почувствуете легкость в теле. И потом с этим можно уже делать нейробику, да, и активизировать мозг на лучшую его работу. Я вас благодарю за сегодняшнюю встречу и подключу сейчас презентацию. На слайде QR-код, перейдя по которому вы сможете оставить отзыв о сегодняшней встрече, ваше мнение, понравилось вам, что понравилось. И это действительно очень важный момент вашей обратной связи. И я буду благодарна за него, и организаторы этой прекрасной просветительной акции «Поделись своим знанием».
Так, надеюсь, что вы его сфотографировали, да, и буду очень признательна, если вы сможете заполнить и уделить этому пару минут своего внимания. И мое время подходит к концу. Это мои уже личные контакты, и можете подписываться, пишите ваши вопросы. Наше сегодняшнее время у нас уже выходит, но я всегда открыта к обратной связи, к диалогу. Задавайте, пишите и подключайтесь к тренировкам мозга. Это самое лучшее, самое интересное обучение, которое дает такую путевку в замечательную, осознанную жизнь. Спасибо огромное вам, Евгения Александровна, за такое интересное, увлекательное, интерактивное событие в нашей жизни, нашей профессиональной жизни молодых педагогов Республики Коми. Спасибо вам огромное. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и очень вам благодарны. Всего доброго. Спасибо и вам за приглашение. Огромное спасибо всем участникам. Я рада, что вы включались, что вы подключались к процессу, и надеюсь, что вы получили для себя новую и полезную информацию. Благодарю вас. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо.